Друзья, всем привет! Это проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. И так как я нахожусь в автомобиле, сегодня у нас будет сюжет, посвящен именно машинам. Но не просто машинам, никаких технических вопросов мы поднимать не будем, а поговорим про... не поговорим даже, а поучаствуем в соревнованиях, которые называются «Автомногоборье». Пройдут они завтра. Сегодня такой репетиционный тренировочный заезд сделали организаторы. Проходят соревнования в местности Усть-Хатын на такой большой, достаточно асфальтированной площадке. И задача для меня, как для участника автомногоборья, вообще попробовать поездить между вешками, потому что последний раз я это делал, когда сдавал экзамен на права. Это было очень давно. Но в самих соревнованиях должно раскрыться мастерство водителя. У меня есть некие сомнения по поводу проезжания между вешками, особенно задним ходом по такой змейке. Поэтому сегодня надо это все определить, немножко вкатиться, так сказать, в тему. Поэтому сейчас я направляюсь на место проведения соревнований. Там организованы тестовые заезды. Посмотрим на саму площадку, узнаем нюансы этих соревнований. И в общем и целом, я думаю, ничего сложного в этом не должно быть. Главное принять участие, ну а как получится, так получится. Участвовать в этих соревнованиях могут абсолютно все автомобили массой до 2,5 тонн. То есть это практически все легковые машины. Автомобили я подготовил к соревнованиям, сделал сход-развал, наклеил второе лобовое стекло, наклеил пленку ПЭТ на боковые окна. Также осталось мне поменять масло, ну а переобуть на зимнюю резину, это само собой, я сделал это уже достаточно давно. Ну, в целом звучит как подготовка просто автомобиля к зимнему сезону. Как видите, никаких особых приготовлений делать не нужно, никаких манипуляций в плане технической части. Но в целом, как видите, могут принимать участие абсолютно все машины. Ваши автомобиль, который возит вас ежедневно на работу, по делам, можно записаться и принять участие. Соревнования эти проводятся второй раз, первые были в летний период. Ну и думаю, что, учитывая то, что на данный момент около 25-26 участников зарегистрировано на соревнования, думаю, это станет такой уже доброй традицией, и в скором будущем, возможно, даже вырастет такое достаточно интересное, зрелищное, массовое спортивное мероприятие. Так, я немного опоздал, примерно на полчаса. Видно, уже участники тренируются. Так, ну что, друзья, схема получена, соответственно, ремень пристегнут, камеры включены, поехали. Так, сначала круг. Аккуратненько. Так, круг непонятно. Ага, вот сюда заезжаем. Так. Оп. Раз. Что голова кружится. И третий. Теперь заходим с правой стороны на змейку. Так, а теперь что? Желтый флаг. Желтый флаг. Желтый флаг, объезжаем задом. Так, ну вот проблема с задним ходом у меня. Хотя вешки стоят достаточно широко. И заехать в гараж задом.
Он какой-то узкий. Так, теперь передом в гараж через узкие вешки. Нормально было? Так там было. Я заехал внутрь глубоко, да? А, То есть можно, понял. если прям вот считать, то вот Понял. Хорошо. Так, сейчас задом еду. теперь в парковку. А, не параллельно, парковку. вон она сразу у тебя. Пока не руби. Теперь давай. Дубль 2. Ага. Ага. Так, теперь. И потом змейка, да? Так. В общем, у меня памяти хватило только наполовину. Ага, кольцо берем. Круг, как тебе нравится? Так, сейчас. Решишь? А, понял. Правым колесом, что ли? Колея это мое. А, это что? Вообще красавчик. Прям Это что? А, колесом надо на эту колесом желтую на линию. полосе надо. А, Здесь ты доехал, скорее всего. То есть такие спорные моменты, как бы там, ну, проверяются в листовом бумаге легко. то есть надо ровно прямо левое и да. правое колесо на линии должны Оба быть. колеса А, должны стоять. завтра... Здесь можешь остановливаться. Здесь уже любая остановка, все, не зачет. А, то есть я могу здесь остановиться и такой Здесь можешь. посмотреть. Я... Да. Это я случайно вообще остановился. Ну, ты попал. Ладно, еще раз. Так, ну, в общем и целом, вроде бы понятно. Сейчас попробуем еще раз. Так, ну что, сейчас попробую на время. Так, для себя интерес. Поехали. Хорошо. Змейка. Задний ход, задняя змейка, задним ходом. Опа. Так, теперь гараж, гараж. Во. Поехали. Что-то широкое стало.
Опа. Так. Так. Так, теперь самая проблемная вещь. Вот. Так, отлично. Также выезд. Выезд. Оп. Так, это что же было стояло? Вот так. Пойдем. Попал. Так, ну что, у нас Никита Фролов, организатор, судья автомногоборья. Здесь, в этой судейской машине, заполняются заявки и выдается схема и ответы на вопросы. Да. Вы же брали Так, заявку. Нет. Нет, тогда давайте сейчас заполним. 13. Сейчас 13 -е. Хороший номер. Так, подали. Я 13-м подал? Да. Ничего себе. Никит, скажи, сколько участников будет? Ну, на сегодня уже 26 человек, но мы больше заявки не принимаем, то есть заявки уже окончены. Вот, до 25 числа были, но мы продлили, потому что участники еще хотели ехать. 3 автошколы у нас участвуют между собой в командном зачете. Также среди них участвуют все в личном зачете, ну, то есть между всеми участниками. Ну, я правильно понимаю, что это соревнования уже такие будут, как на постоянной основе, да? Да, мы планируем, вот у нас было первое соревнование летом, поддержали все наши спортсмены, с других дисциплин. Вот. До этого первый раз мы ездили, это было тренировочно, среди также судей. Вот. Сейчас мы летом подготовились и сделали, то есть основательные стойки хорошие, что видно. Вот, то есть, по правилам все как положено. Соревнования планируем, в следующем году также на льду, чтобы, лед это другое покрытие. Вот здесь-то немножко снежно-ледовое, еще асфальт появляется. А на льду будет другая трасса, то есть там не фигуры планируем, а именно трассу, то есть как трек, вот, с элементами фигур. Вот. И в дальнейшей перспективе это с ЕИПК университетом мы готовимся к тому, что будут юниорские зачеты, то есть классы. Вот есть автомобиль, его надо подготовить. То есть для всех будет один автомобиль. Дети будут участвовать, с 14 до 17 лет, то есть зачет идет юниоров в автомногоборье. То есть для детей тоже будут отдельные? Да, отдельный зачет, конечно, да. То есть сейчас пока личный, это среди взрослых. Вот. Также, наверное, может быть, если девушки заявятся отдельно, кто хочет, да. Вообще не принято делить женские классы, да. Вот, может быть. На сегодняшний день у нас 4 девушки участвуют, но едут наравне со всеми. После регистрации на соревнования мне выдали схему завтрашнего дня и были объяснены основные моменты трассы. Для себя я определил уже некоторые слабые места. Это движение змейкой задним ходом и прохождение колеи. Если на тренировочном заезде я проезжал правыми колесами, то в день соревнований нужно будет проходить колею левым колесом, что достаточно затруднительно для автомобиля с правым рулем. Итак, наступил день соревнований. Мы сейчас пройдемся по трассе. По-моему, будет еще общий проход. Это одна из участниц. Я думаю, что те, кто смотрит наш телеканал, знают Галину Кутугутову. Всегда очень интересные истории, все, что связано с библиотекой. Да. Вот. И мы сейчас пройдемся. Значит, стартуем вот оттуда, где стоит машина. Затем нужно проехать, забрать здесь кольцо.
Забираем здесь кольцо, кладем в машину или вешаем на зеркало, кстати, говорят. Да, можно я вешать. вчера Ага. увидела тебя. Ага, тут дальше идет змейка. Змейка у нас идет аж вот до туда. Тут проходим вот так правым боком, Сюда. Мгм. потом сюда, левым. Так. Мы прям как машина идем. Так. Так, и дальше идет, это как это называется? Параллельная Параллельная парковка. парковка. Параллельная парковка. Правым боком заезжай. Параллельную парковку. Заезжаем. То есть тут можно прокатиться. Надо же задом в нее заезжать, да? Ага. Проходим Туда прокатываемся. вперед, Заезжаем. сюда и сюда заезжаем. Заехали. Заехали. Самое главное, да, по правилам, чтобы колеса выступающие части были за линией. Ну, зеркало может Ну, выступать. зеркало да. может выступать, да. Автомобильное зеркало. Самое главное это вот заехать сюда. Потом едем. В бокс. Как-то так. Заезжаем и в бокс. В этот бокс. Передом. В бокс заезжаем передом. Передом заехали. Задом выехали, да? Задом выехали и сюда сразу. Но это самое сложное для меня. У меня змейка задняя не получается. А тут, смотри, расстояние еще. А, вот и туда. Так. Ничего себе. Вот задом поехали. Задом машина заходит сюда. Потом... Вчера не было такого, кстати, Да. на тренировке. Вчера были задним ходом, была змейка, а тут еще и надо в габариты попадать. Сюда заезжаем. Так. А дальше еще сложнее будет сейчас. Сюда, дальше еще интереснее. И вот сюда. Вот тут мы выезжаем. А И потом сразу задним продолжаем ходом. задом вон туда, да? Да. Так задом. Тюк. Все, кошмар. Кошмар. Сколько задом ездить надо. И они еще такие узкие. Кстати, да, вот это габариты, по-моему, уже, да, чем вчера? Или такие же? Такие же, но Такие же. у меня ровно вот так остается. Да, кстати, сказали, что самая широкая машина, у нее по бокам должно быть по 5 сантиметров по Вот, а у зеркалам. меня самая широкая У машина. тебя самая широкая, да? Там на Оке очень хорошо, по-моему, проезжать. Тут развернуться на оке можно. Да, потом выезжаем сюда, уже передом двигаемся. Здесь вот эта интересная конструкция, крест крест называется. А крест заезжаем, вот первый заезд сюда, да? А вот там же на рисунке как будто оттуда заезжаем. Вот, объезжаем. Красный, а что такое? Вот этот крест мы не трогаем, ну вот эти. Вот так заезжаем. Как будто вот по рисунку вот сюда. Но это надо уточнить у инструкторов. Почему? У Тут так? организаторов. Ну, сейчас объяснят. Ага. Так, заезжаем, значит, сюда, И туда сразу идем. потом туда, потом вот так делаем Так, круг. И выезжаем Опять вот здесь. сюда, вот сюда опять заезжаем же, так? Ага, вот так. Выезжаем посюда, едем, вот Левым там, колесом. если видно, да, вон, видите, это колея. Ну, кстати, она, по-моему, чуть шире, чем вчера. Ее надо, вот эти бруски зеленые надо пропустить между левыми левыми колесами. А потом уже в свободной форме, да, как-то нет, опять Нет, там же габаритные гараж. ворота вот маленькие. Габаритные ворота. Заезжаем. Потом огибаем дальние вешки и опять змейкой возвращаемся. И вешаем кольцо. И повесить кольцо, самое, да, главное в конце. И это еще не все. Там на финише есть такая желтая линия, на которую надо прямо ровно встать колесом. Колесо должно быть на линии. Только тогда засчитывается. Если там будет такое маленькое расстояние, они будут бумажкой мерить. Расстояние для чего? Ну смотри, вот у тебя колесо стоит в длине, да? Ну. И если бумага проходит между ними, не засчитано. То есть ровно вот это основание колеса должно стоять на линии. Сейчас покажу, пойдем. Интересно. Если, например, вот здесь линия, да? Нет, если линия, например, вот здесь. Вот здесь. Ага. А листом что проверить? Вот так? Если лист проходит, значит он не на линии под колесом. Вот так проверяют. Все, понял. То есть в этом промежутке ты можешь тормозить, тормаживаться. А можно вот здесь подъехать к этой линии, потом окошко На крест открыть и вот так заезжать смотреть? непонятно. Можно? Покажем, вот сейчас я на брифинге. Не, Ну, ремень у тебя затянут, да? этот дверь нельзя открывать. Нельзя, через окно. Через окно можно Я смотреть. так, все равно будет открыто, потому что ты вешать будешь. Да. Этот Может, это перевесим на Никиту? кольцо Он вешать. сейчас будет объяснять. Да.
То есть можно выглянуть. Вот в этом месте нельзя тормозить. Ну да. То есть здесь ты оттормозился, Ага, спокойно проехал, и остановка у тебя здесь вот, колесо ровно на линии. ясно. Затем состоялся брифинг для всех участников соревнований. Трасса также была пройдена полностью пешком, и у участников была возможность задать свои вопросы. Ну а затем состоялась жеребьевка, по результатам которой мне достался 3-й стартовый номер. Вот здесь. Третий это даже не 10-й, ну хоть не первый, ладно. У вас мало времени, Семен. Как видите, я не очень обрадовался 3-му стартовому номеру, потому что совсем мало времени отводится на знакомство с трассой, чтобы посмотреть, как его проходят другие участники и узнать нюансы прохождения тех или иных фигур. Но буквально через несколько минут мой 3-й стартовый номер стал первым. Вот у нас Василий не участвовал в жеребьевке и достался ему первый номер. Он даже не знакомился с трассой, поэтому мы с ним поменялись местами. Он Вам будет третьим, спасибо. а В я общем, буду первым. Во все тяжкие. Но помыть Но кругом. во второй попытке ты первый поедешь. Хорошо, окей, без проблем. Так. Руслан тогда первый, да? Да. Ну что, старт сейчас будет немножко волнительно. Что-то я уже позабыл, что там, как ехать. В общем, поедем, как поедем. На первый этап всем участникам давалось по 2 попытки, и в зачет шло самое лучшее время. Все-таки то, что я поехал первым, сыграло свою роковую роль, потому что первую попытку мне не засчитали из-за того, что я не с той стороны заехал на фигуру змейка. Соответственно, весь заезд аннулировался. Но так как этот заезд не был зачтен, то давайте посмотрим сразу второй заезд. Так, ну что, сейчас не знаю даже время сколько. Не знаю, сбил ли я колею, но в целом интересно.
Большое количество фигур на первом этапе, огромное количество вешек. За каждую задетую вешку начислялись штрафные секунды, что, естественно, отражалось на конечном результате. Водителям нужно взвесить все: оптимальную скорость прохождения, возможности своего автомобиля, дорожное покрытие, которое, к слову сказать, начало меняться по мере выпадающего снега. Немалую роль играет, конечно, мастерство водителя. Хотелось бы показать вам полный заезд Дмитрия Дерюгина, который показал лучший результат на первом этапе. Угу. Что-то забил. Угу. Что-то забил. Угу. Это может быть просто колесо. Ну да. Цепление у нее хорошее. Полный пиво, кажется. Шина дрифтует. Вообще мясо. Минута с чем-то по-любому. Минута 38, да, сейчас? Ну. Где-то 1,5 минуты сейчас. О, ничего себе, колею, видите? Ну. Хорошо. Закончился первый этап, все машины сделали по 2 заезда, и сейчас трасса готовится для второго. Это такой круговой заезд, и нужно будет маневрировать между вешками. Старт будет оттуда, и затем по схеме очень-очень много поворотов, очень много крутых поворотов. Еще выпал снег, скользковато, и еще я первый поеду, буду бить колею, короче. Так, схема. Да. Так, со стойками было все хорошо. Один двигатель.
А дайте еще раз съездить, а? Все, да? Короче, надо там на углах шире брать. Это главное, после сказал. Да? Когда я уехал? Никита, ты почему подсказку сказал после того, как я уехал? Так, да, надо было, в общем, на углах надо было больше брать. Машина у нас, вот он, виновник моего, все время первый стартует. Нет, ну это самое, большая благодарность, как говорится. Да-да-да. Учитывая то, что соревнования уже закончились, когда на улице очень сильно потемнело, организаторам было принято решение церемонию награждения провести в конце следующей недели, то есть в пятницу. Ну а результаты будут известны уже до церемонии награждения. Ну а также, друзья, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить организаторов. Это Федерация автомобильного спорта, мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия, Управление физической культуры. И напомню, что данные мероприятия, они проводились по нормативам Российской автомобильной федерации. То есть все было, как вы видели, очень четко отлажено. Регламент там просто огромный по, казалось бы, такому достаточно простому соревнованию. Ну а также хотелось бы поблагодарить
компанию, которая поддержала призами ребят. Это компания «Автогруппа». Ну и в целом всем участникам огромная благодарность за то, что приняли участие активно. Я думаю, что им очень понравилось. Ну и напоминаю, что это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. В этот раз мы приняли участие в автогонках под названием «Автомногоборье». И это, кстати, гонки не единичные, не разовые. Еще будут они проводиться на, думаю, постоянной основе. И, скорее всего, уже следующие подобные соревнования будут где-то, наверное, весной. Ну, в летний период точно. Ну что, до новых встреч. Всем пока. Церемония награждения состоялась в Якутском индустриально-педагогическом колледже. В ней приняли участие представители Министерства спорта, Министерства образования, представители организаций и ведомств. Награждение прошло на высоком уровне. Студенты ЯИПК подготовили концертную программу. Всем участникам автомногоборья вручили памятные сертификаты, ну а тройка победителей распределилась следующим образом. 3-е место в личном зачете занял Архипов Алексей, 2-е место Дмитрий Дерюгин и победителем автомногоборья стал Роман Бычков. Помимо этого состоялся также командный зачет между автошколами города Якутска. 4-е место заняла автошкола «Авангард», 3-е место команда ЯИПК-1, 2-е место автошкола «Автоэксперт» и 1-е место в командном зачете завоевала автошкола ЯИПК-2. Наравне с мужчинами-водителями в автомногоборье принимали участие девушки. Всем 4 участницам были вручены памятные кубки. Как было отмечено, данное направление автоспорта имеет тенденцию к развитию, и автомногоборье будет проводиться на регулярной основе. Что касается моего участия, то я занял 8-е место в личном зачете и доволен результатом. Соревнования позволили мне проверить свои навыки вождения автомобиля и почувствовать дух соревнования. Ну а в завершении хотелось бы пожелать вам безопасной езды, исправных железных коней и удачи на дорогах. Автомногоборье! Испытано на себе.